я сегодня представляю чисто гражданский сектор, неправительственную организацию. Мы не хотели заниматься борьбой с коррупцией, мы просто хотели защитить права бишкекчан на придомовые земельные участки, на детские площадки, которые стали сносить. И нечаянно за 3 года стали правозащитниками и борцами с этой самой коррупцией в органах местного самоуправления, госстроя и государственной регистрационной службы. И, конечно, это очень печально, что простые граждане вдруг невзначай, просто защищая свою собственность, становятся правозащитниками. Но я очень рада, что я попала в эту сферу, потому что эта работа в этой сфере открыла мне глаза на многое, что происходит в нашей стране. И вот сегодня в своем выступлении я остановлюсь на 3 моментах, которые мы считаем наиболее важными в вопросе борьбы с коррупцией. Но эти 3 момента мы испытали на собственной шкуре, работая с различными государственными органами и надзорными органами. И мы пришли к следующим мнениям. Вот мы говорим так много о коррупции, проводим столько антикоррупционных мероприятий, и есть даже целое законодательство, которое регулирует сферу противодействия коррупции. Ну, это перво-наперво Конвенция ООН против коррупции, между прочим, очень хороший документ. И, естественно, если мы ратифицировали этот документ, то мы должны свое внутреннее законодательство привести в соответствие с нормами этой конвенции. Ну, попытались вроде бы сделать, и в Конституции кое-что есть, и законы о борьбе с коррупцией есть. Про различного рода подзаконных актах я вообще молчу, их очень много. Но когда мы говорим вот о борьбе с коррупцией, прежде всего надо определить, а что мы понимаем под словом коррупция? Что дает нам законодатель? Как это регулируется в законодательстве? И мы увидели, что само понятие коррупции претерпело разного рода изменения в течение определенного времени. Вот в законодательстве от 2003 года коррупция дается такое определение, что она представляет собой корыстное деяние должностных лиц, выполняющих определенные функциональные обязанности в государственном секторе, которое ведет к нарушению функциональных обязанностей, возложенных на них по статусу государственного служащего, и иного рода отношений, имеет целью получения незаконных выгод для себя и других и создает угрозы интересам общества и государства. И посмотрите дальше, что включается в это понятие: взяточничество, кража, хищение, халатность и так далее и тому подобное. И встает вопрос, можно ли было в рамках вот этого определения коррупции в существующем законодательстве кого-то привлечь к ответственности по данной статье. И вот просто маленькая статистика. Например, прокуратура в 2010 году по данной статье завела 7 уголовных дел. В течение 6 месяцев 2011 года 4 дела. Согласно судебной статистике, по этой статье в течение первых 9 месяцев 2011 года, то есть это из 11 уголовных дел, было рассмотрено 2 дела в суде с вынесением обвинительных приговоров. Кроме того, нас же все время проводит мониторинг деятельности нашей страны в этой области. И вот по отчету по 2-му раунду мониторинга исполнения Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 2012 года, они пишут, что представители киргизских органов власти признали, что данный состав преступления пересекается с другими и обычно вменяется вместе с другими, связанными с коррупцией преступлениями. Также отмечалось, что в большинстве случаев суды отказываются выносить обвинительный приговор по статье коррупции. И в этом определении коррупции 2003 года они дают оценку и говорят, что данное определение противоречит принципу правовой определенности, который является составляющим принципом верховенства права. И поэтому, исходя из этого, видно, было в 2012 году внесены поправки. Принят закон
где уже дается совершенно другое определение коррупции, что это умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающую опять угрозу обществу или государству. Данное определение дается в 303 статье Уголовного кодекса. То есть, если кто-то совершает коррупционные деяния, то его будут привлекаться именно в соответствии вот с этой статьей. И хочу обратить ваше внимание, что главным моментом определения коррупции в Уголовном кодексе является необходимость доказательства противоправной устойчивой связи должностного лица с физическими или юридическими лицами. А вот по этому определению коррупции, коррупционных деяний, вообще можно кого-то привлечь к уголовной ответственности? Вот здесь уже выступали представители Transparency International, и эта организация опубликовала отчет по восприятию коррупции в мире в 2016 году. И наша страна заняла 123 место из 167 стран. То есть мы где-то рядом с Казахстаном, Мадагаскаром, Ливаном и Гватемалой. Вот, хорошая страна. То есть уровень коррупции в стране очень высокий. Но при этом количество уголовных дел и дел, дошедших до судов, очень низкое. Вот такое несоответствие высокого уровня коррупции и низкого уровня возбужденных уголовных дел по статье «Коррупция» заставляет нас задуматься, вообще, почему так происходит? Почему прокуратура не возбуждает уголовные дела по данной статье? Каковы причины? Или несовершенство законодательства, или коррупция в самой прокуратуре, или все вместе взятое. Поэтому мы посмотрели, мы встречались в свое время с экс-генеральным прокурором Аидой Соляновой. Я была членом экспертного совета координационного совещания. Мы там очень так пытались что-то делать. И когда мы задали прямой вопрос генеральному прокурору, почему не возбуждаете уголовные дела по статье «Коррупция», она сказала: нам очень тяжело доказать устойчивую связь. И действительно, вот как доказать устойчивую связь? Как доказать, что этот чиновник за какое-то свое решение получил какое-то вознаграждение? У нас же все черным налом идет. Сейчас мы только идем к открытости наших финансов. Все делаем, пытаемся делать через банковские переводы. Но я думаю, взятки не идут через банковские переводы. Поэтому я понимаю, что генерального прокурора, который вот так нам ответил. И действительно, было заведено 2 уголовных дела резонансных. Это дело Кильдибекова и дело Тюлеева. Оба были по статье «Коррупция». Но потом по Тюлееву переквалифицировали статью «Коррупцию». А вот по Кильдибекову осталось. И Аида Джанишбековна тогда сказала: Халича, мы единственное, где смогли доказать устойчивую связь противоправную, это по делу Кильдибекова. Какова судьба дела Кильдибекова, я даже и говорить не буду. Вы все прекрасно это знаете. Но есть такие дела, которые мы сами выявили, вот пытаемся что-то сделать, да, и что мы обнаружили? Вот у нас есть такой бывший чиновник, политическая фигура, как господин Фаттахов. В 2006 году он берет вместе с заведующей детского садика 134 и чиновником Куми делают акт размежевания. И 14 соток детского садика, это детская площадка была садика, плавно переходит к господину Фаттахову. Это 2006 год. Мэрия что-то вообще не обращает внимания, ни Министерство образования, ни, соответственно, ни ГРАНО. Он пользуется этим земельным участком. Но надо же получить документ, или красную, или зеленую, или какую-то книгу. И тогда в 2013 году господин Фаттахов обращается в межрайонный суд. Вот, с исковым требованием обязать Госрегистр зарегистрировать его право собственности на эти 14 соток.
А если посмотреть по таким средним рыночным ценам, то эти 14 соток составляют минимум $300 000, которые он потом в качестве своего вклада в строительство и задекларировал. То есть он без копейки денег получил $300 000. И вот здесь возникает вопрос. Вот в этом действии можно усмотреть какие-то элементы коррупции? Можно ли говорить, что был сговор? Я считаю, что был сговор. Здесь участвовали 2 государственных служащих и физическое лицо Фаттахов, да? Они сговорились и сделали акт без правоустанавливающих документов. Вот другое дело, вот здесь есть устойчивость. В 2006 году они сговорились, отдали участок детского садика Фаттахову и разбежались. А устойчивой связи-то вроде и нету. Ущерб есть. Из муниципальной собственности было изъято 14 соток детского садика стоимостью минимум $300 000. То есть мы, горожане, потеряли эту собственность. И можно ли это доказать? Вот мы сколько ходим в прокуратуру, и в генеральную, и в городскую, и в Октябрьскую, нам говорят, а доказать нельзя. И когда мы пишем, возбудите уголовное дело по факту коррупции, изъятия вот этого земельного участка, нанесения ущерба муниципалитету, горожанам, нам говорят, отказывают. Мы даже пытались обжаловать это в суде. В суде нас признали ненадлежащими местами. Говорят, а какие интересы и права общественного фонда «Наше право» здесь нарушены? Здесь никаких ваших прав не нарушено, поэтому идите домой. Вот. Кроме этого, вы все прекрасно знаете, что у нас был такой вице-мэр Филатов, который возглавлял, именно курировал вопросы земельные в нашем городе. На него было возбуждено уголовное дело по 38 эпизодам незаконного предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам. И что вы думаете? Вот здесь есть устойчивая связь. Вот где ее найти, да, эту устойчивую связь? Вроде он выдал, получил какие-то вознаграждения, наверное, да, тоже не докажешь. И земля ушла кому-то, да, а устойчивости нету этой связи. Кроме этого, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье 304. Но эта статья имеет такое свойство сроки давности 3 года. И когда мы пришли в суд, мы мониторили этот суд. По всем суд выносил, господин Алиев был такой судья, выносил сроки прекратить в связи с истечением сроков давности. И вот такой коррупционер, который разбазарил наше имущество в виде земли, он спокойно пребывает за границей и живет на наши с вами денежки. Кроме этого, было такое же дело Барбукова. Он был зам акима Октябрьского района. Но после всех этих событий, таких революционного характера, многие чиновники, вновь появившиеся, начинают направо и налево раздавать земли Октябрьского района. То, как раздавалось, это вообще непостижимо. 1000 гектаров было роздано, получены вознаграждения. В конце концов, люди не имеют ни участков, ни домов, да, а денег тоже нету. В результате было возбуждено уголовное дело. Опять-таки, по какой статье? Превышение должностных полномочий, 304. Срок давности 3 года. Пока суть до дела, его дело прекратили в связи с истечением сроков давности. И наш Барбуков из Октябрьского акимята плавно перекочевал в Бишкек-главархитектуру на выдачу разрешительных документов на строительство. Еще более коррумпированная и более денежная сфера нашей жизни. И вот здесь мы пришли к выводу, что по вот этой статье, которая требует от прокуратуры доказательства устойчивой связи, понимаете, она просто недоказуема, потому что все эти коррупционные деяния, они разовые, сговорились, получили выгоду и разбежались, понимаете? Вот. Кроме этого, вот у нас кто отвечает за борьбу с коррупцией в нашей стране? Ну, мы посмотрели, оказывается, в соответствии с существующим законодательством, таким органом
является Генеральная прокуратура. Она главный борец с коррупцией. И деятельность прокуратуры регламентирует, даже вот в рамках этого законодательства, требований конвенции, было создано в Генеральной прокуратуре управление по противодействию коррупции, с которым лично я работала при Мамакееве. Он нас включил, он был начальником этого управления, он нас включил экспертами в экспертную рабочую группу координационного совещания. Но они так быстро менялись, что мы не успевали что-то сделать. Но при Соляновой мы хоть 2 раза по землям Бишкека, по парковым зонам и другим земельным вопросам мы выступили на координационном совещании. Нам дали возможность высказать свое мнение и свое недовольство. Но с приходом нового генерального прокурора нас всех плавно из экспертного совета убрали. Наверное, неужели мы плохо доносили о коррупционных деяниях, я не знаю. Но причин того, что нас убрали из экспертного совета, нам не сказали. Но мы и не расстраиваемся. Вот. Что прокуратура регламентируется 104 статьей Конституции. И согласно этой статье у прокуратуры уже не только карательные функции представления обвинения в судах, у прокуратуры появилась новая функция защита наших нарушенных прав и интересов, и защита общественных интересов. И среди них особый интерес представляет следующие полномочия прокуратуры, вот, с которыми мы тесно столкнулись. Это функции, определенные статьей 3 Закона о прокуратуре. Первое. Представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. Уголовное преследование должностных лиц, которые мы добиваемся, но никак не можем добиться, чтобы их преследовали. И кроме этого, прокуратура принимает участие в правотворческой деятельности. И вот нам очень интересны полномочия самого генерального прокурора. Согласно закону статьи 12, прокурор обладает исключительной компетенцией по возбуждению уголовного дела в отношении депутата Джолорку Кенеша, судьи и иных лиц. Скажите, пожалуйста, вы много знаете судей, которых привлекли к ответственности за коррупционные деяния, и генеральный прокурор возбудил на него уголовное дело? Практически таких дел нет. А что у нас думают о судебной системе граждане, мы услышали. Они стоят после наших ДПСников, да, на 2-м месте. На 1-м даже месте. Вот по недовольству. Вот я самый недовольный, наверное, судебной системой человек. И как же наша доблестная прокуратура реализует вот эти полномочия? Хорошо? Эти полномочия реализуются очень плохо. Вот я вам задам вопрос. Может ли генеральный прокурор, которого избирают депутаты и президент, выступить против депутатов и против... Нет, он не может, потому что они его избирают. Кроме этого, я быстро тогда закончу. Но нас больше всего волнует 13-я статья Конвенции, где говорится о полномочиях гражданского общества. Вы знаете, мы попытались реализовать 13-ю статью Конвенции в судах. Мы даже говорили, согласно 13-й статье Конвенции, ратифицированной нашим государством, мы имеем право защищать наши права в суде от коррупции. Нас выкинули, сказали, ваши права общественного фонда не нарушены. А ведь здесь четко и ясно говорится, что любые общины, неправительственные организации обязаны участвовать в борьбе с коррупцией. Но нашу обязанность почему-то не воспринимают, потому что наши обязанности в законодательстве очень размыты и не прописаны. Кроме этого, скажу только одно, мы боремся, может быть, мы не добиваемся очень хороших успехов, но мы добились очень интересный успех в борьбе с Генеральной прокуратурой. Мы подали на них 9 исков за непредоставление ответов. Мы пишем, они не отвечают. А согласно закону, будьте любезны, вот вам суд. Мы выиграли 5 судебных дел по этому делу. И тогда Генеральная прокуратура сказала, давайте жить дружно. Мы вам дадим все ответы, а вы заберите все ваши иски. Мы так и сделали, потому что мы не хотим бодаться с Генеральной прокуратурой, а мы хотим вместе с ней работать в борьбе с коррупцией. И поэтому
Но самое главное достижение, они в своих ответах теперь, мы их научили, пишут свой исходящий номер ответа. Ну, исходя вот из всего этого, вот у нас выработались некоторые рекомендации. Первое. Внести изменения в антикоррупционное законодательство по определению коррупции. Уберите устойчивую связь, пожалуйста. Ну, не могут наши прокуроры это доказать. Увеличьте сроки давности по всем должностным преступлениям. Если кто-то украл курицу, ладно, через 3 года пусть он уже не отвечает за это. Но должностные преступления, они тянутся во времени годами, понимаете? Срок давности 3 года. Это меня возмущает. Кроме этого, я желаю, чтобы в нашу Конституцию в 2020 году внесли поправку, где генеральный прокурор будет выборной должностью, как, например, окружной прокурор в Америке. Тогда кто будет выбирать его? Мы, народ, а не депутаты 120 штук, да, и один президент. Поэтому мы просим еще внести в законодательство меры ответственности, усилить меры ответственности сотрудников прокуратуры за результаты по искам прокуратуры по защите интересов государства и общества. Все, что вносит прокуратура, очень успешно проигрывается. У меня такое иногда ощущение, что они так рады проиграть, а потому что они не несут никакой ответственности. Ну, пожурят. А если мы говорим, примите меры ответственности, а он из городской прокуратуры уже перекочевал в генеральную. Мы как пишем жалобы на прокурорских, они все идут на повышение. Вот мы написали на Медеркулова жалобу по Гузелишу, он пропустил сроки подачи апелляции, его забрали в генеральную прокуратуру. Кроме этого, необходимо развить статью 13 Конвенции ООН в национальном законодательстве. У гражданского общества, у неправительственных организаций должна быть очень хорошая законодательная база, позволяющая ему отстаивать интересы общества, города и государства в судах, чтобы нас не выкидывали. Но самое главное, вот здесь мы, неправительственная организация, что-то пытаемся делать, но нам трудно выйти в СМИ. Но сейчас вот мы реализовали с независимыми журналистами несколько проектов, где рассказали про коррупцию журналистских расследований. И сейчас мы хотим, ну я не знаю, кто нам поможет, создать центр журналистских расследований, где бы люди приходили бы, давали бы свои вот эти мероприятия, а мы это все через журналистское расследование в интернет-пространство или на телевидении все бы это показали. И я думаю, что это новый инструмент, который позволяет нам более эффективно бороться с нашей любимой коррупцией. Спасибо.